Сибая, эту обаятельную девушку, уже знают многие. Начинающий видеоблогер Милана Семерякова через свой YouTube-канал активно призывает горожан к благотворительности, экологическим акциям и рассказывает, как стать счастливым человеком, просто радуясь окружающему миру. Всем привет, с вами Милана Семерякова, и сегодня я буду отвечать на вопросы из тега «Реальный видеоблогер». Давайте не будем медлить и давайте начнем. Итак, первый вопрос из тега: как давно ты начала снимать свои видео? Что ж, свое первое видео я выложила 9 месяцев назад. Итак, второй вопрос: сколько видео на твоем канале? На самом деле я не считала, но думаю, где-то примерно 50-54 видео. Я сама монтирую и сама снимаю свои видео. Это на самом деле очень сложно. По 8 часов на 2-минутное видео уходит, чтобы вот прям качественно все сделать. Это очень сложно. Теперь ты понимаешь работу телевизионщика? Да. Я раньше думала, что ну вот это легко, что они там делают по 8 часов, а сейчас я прекрасно понимаю, что это реально очень сложно. Активистку приметили даже на республиканском канале и при проходивших в Сибае съемках программы «Салям» предложили Милане принять в них непосредственное участие. А телевидение, скажем прямо и даже не по секрету, вещь заразная. Окунувшись в атмосферу камер, софитов и прочего профессионального окружения, уже не сможешь без этого существовать. Так вышло и у нашей начинающей коллеги. Ее не менее активная мама Оксана Семерякова решила помочь дочери получить новые знания от профессионалов и отправила Милану на первый всероссийский фестиваль «Детям дали камеру». Его главной фишкой сделали то, что каждому участнику была предоставлена уникальная возможность выйти в прямой эфир, выехать на съемки информационного сюжета, то есть принять участие в создании медиаконтента. При этом ребята не просто наблюдали за работой взрослых, они сами стали полноценными телеведущими, журналистами, режиссерами и операторами. Важно, что в распоряжении юных телевизионщиков оказались эфиры всех местных телеканалов и радиостанций: БСТ, Вся Уфа, ЮТВ, Россия, Башкортостан. Милане представилась возможность продемонстрировать умение держаться перед камерой в программе «Салям». Все вот люди, которые там работают, они очень добрые, они меня поддерживали, когда я волновалась, говорили: не бойся, все будет хорошо. Ну, приятно работать, на самом деле, с ними было. География участников фестиваля оказалась обширна. Салихард, Чебоксары, Ярославль, Санкт-Петербург, Советск, Тольятти, Азов, Самара, Реутов. Возраст детей от 7 до 18 лет. Помимо обучения, ребята получили живое общение со звездами эфира, известными артистами и своими ровесниками. Мне очень понравилось, я хочу также дальше продолжать в этом деле, хочу стать телеведущей, вот. Но это на самом деле первый эфир, это очень волнительно, но потом, в принципе, я уже привыкла и все стало хорошо. При всей важности мероприятия организаторы отмечают, что не стоит ожидать, что каждый ребенок, который осваивает профессию телеведущего, действительно им станет. Он как минимум научится раскрывать свой творческий потенциал. Ведь самовыражение через видеотворчество – это инструмент становления личности. Такого мнения придерживается и сама Милана. Я планирую развиваться в своем направлении, продолжать также работать над собой, над своей речью, над качеством своих видеороликов. Не нужно бояться, Я тоже, конечно, боялась сначала, потом уже мне это понравилось. То есть, если тебе нравится этим делом заниматься, то тебе не будет страшно, и ты будешь делать для себя это. Современные дети обладают уникальными возможностями. В век новейших технологий они сами себе режиссеры, видеоинженеры, операторы и журналисты. И отрадно, что нашлись люди, которые официально дали детям камеру. Как считают организаторы фестиваля, потенциал есть в каждом ребенке. Главное – его раскрыть, научив замечать детали и видеть мир под другим углом. Елена Афанасьева, Ниасмир Хайдаров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.